Кто-то в 5 лет учится кататься на велосипеде, начинает читать или считать. А герой нашего следующего сюжета Нуралия Бисихожа в этом возрасте уже написал свое первое музыкальное произведение и стал самым юным композитором в Казахстане. Его старшие братья не менее одаренные музыканты. Новые произведения в этой семье рождаются чуть ли не каждый день. Это чудо родной братишка ваш? Да, родной братишка. У тебя не просто талант, у тебя огромное сердце, а внутри живет талант. Два брата, один талантливее другого. В прошлом году Нурали и Халамат Бисихожа покорили судей и зрителей шоу талантов Central Asia Got Talent и получили золотую кнопку. Им аплодировали стоя и пророчили большой успех. А свой путь к признанию братья начали еще в детстве. Первое мое сочинение я услышал в дороге, когда в руках не было инструмента. Мы направлялись к дедушке, начались каникулы. В первую очередь хотели в аул поехать. Как приехали, я сразу перед дедушкой сел, взял в руки инструмент и начал играть эту мелодию. Это тот самый первый кюй, который Халамат сочинил в 11 лет. Вдохновился он примером старшего брата Нурсата, директора Туркестанской областной филармонии, с краю на фото. С тех пор Халамат с Домброй неразлучен. За прошедшие 8 лет он написал больше 40 произведений. Глядя на братьев, потянулся к музыке и Нурали. Я в 4 лет начал играть на фортепиано. В 5 лет, уже в 5 лет начал сочинять. Уже первое произведение, которое я посвятил своей маме. И когда мои родители увидели, что я сочиняю там произведения, и дали мне музыкальную школу. Это та самая композиция, которую услышали родители от 5-летнего сына. Написал он ее раньше, чем научился чтению и нотной грамоте. А в 1 классе мальчик уже получил от председателя Союза композиторов Казахстана Балнур Кадырбек диплом, подтверждающий, что он является самым юным композитором в Казахстане. Сейчас, 9 лет спустя, у Нурали уже свыше 120 авторских произведений. Старший сын, он с опозданием. Это был урок для нас. Не успел в музыкальную школу пойти, и позже, в общем, пошел. Я поступил в консерваторию, там под курс учился. Так. А этих двоих, наших Халамата и Нурали, мы с ранних возрастов замечали. И это родительский долг, я думаю, считаю. И мы вовремя давали школу, музыкальную школу. Нурали и Халамат оба лауреаты международных и республиканских конкурсов. У них уже много фанатов, как на родине, так и за рубежом. Творчеством братьев восхищаются люди из России, Украины, Белоруссии и США. Эта композиция под названием «Любовь» собрала в соцсетях сотни тысяч просмотров и восторженных комментариев. Нурали написал ее еще в 12, а год спустя исполнил на собственном творческом вечере в консерватории имени Курмангазе. Сочиненная мальчиком нежная лиричная музыка звучала со сцены более часа. Славу мальчику принесли также композиции, которые он посвятил Денису Тену и Геннадию Головкину. А недавно он даже написал музыку, призванную поддержать людей и в первую очередь врачей в период борьбы с коронавирусом. А эту композицию под названием «Кочевники» братья сочинили вместе. Так как мы растем в одном доме, мы часто слушаем друг друга. И
знаете, зародилась такая мысль, что на домбре можно играть не только кии, но и классику, а на фортепиано не только классику, но и казахскую музыку. И мы порой экспериментируем, мы играем друг другу авторские произведения дуэтом. Наша главная мечта с Нурали – это заявить о Казахстане на весь мир, показать нашу культуру, что в Казахстане есть много талантов. Мы хотим как композиторы себя показать на весь мир. Музыка звучит в доме большой дружной семьи Бейсикожа всегда. 3 братьев-композиторы. Еще один брат Нурлан занимается их продвижением. Есть в семье и девочки Дарья и Рабига. 6 детей. И все гордятся достижениями друг друга как своими собственными. В такой творческой атмосфере взаимной поддержки и любви талант одаренных композиторов с каждым днем развивается все сильнее и сильнее, даря миру волшебную музыку, льющуюся из самого сердца. Арина Рид, Алла Энголи, Максим Шулепов, Олжас Жаназбаев. Доброе утро, Казахстан!